Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные турецкие гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Заранее огромное спасибо за ваши лайки и за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какую игру он с вами затеял? Почему ведет себя так странно? Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о любимом мужчине, либо о том мужчине, который вас интересует. Вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Ваш последний разговор, вашу последнюю встречу. Мысленно, либо вслух назовите его по имени и задайте такой вопрос. Мой милый дорогой, какую же ты игру со мной затеял? Почему ведешь себя так странно? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую полезную и самую важную информацию. Итак, давайте же посмотрим, какую игру затеял с вами загаданный человек. В чем она заключается, какую цель преследует, что хочет по итогу от вас получить, либо от ваших отношений. Да? Что же мужчина скрывает? Какие игры он с вами ведет? Чем это все закончится? Так, что сказать? Мужчина до конца не определился. Не определился с выбором. Есть вы. И есть кто-то еще на примете. Возможно, это реальная женщина, а возможно, это женщина воображаемая. То есть мужчина хитренький. Вот изначально сразу идет момент хитрости. Мужчина сам себе на уме. Вы его по этому песочку безумно маните, привлекаете, соблазняете. И он прям, знаете, такой вот, ох, и хочется и колется, да, и хочется и колется ему. Но он человек принципиальный. Если он войдет с вами в отношения, то будет хранить вам верность. Поэтому вот такой момент и происходит. Есть у меня, конечно, подозрения по этому песочку, что либо это первые его серьезные отношения, либо мужчина, в принципе, никогда по-настоящему не любил. А вот с вами у него и есть та самая настоящая, пресловутая, прекрасная, чистая, искренняя любовь. И он ее чувствует, но пока еще не принял. Знаете, как сердце чувствует, да, а разум не принимает. Вот такая ситуация, да, разум скорее даже отторгает. То есть, возможно, мужчина даже такой, знаете, не верит, что любовь существует, что есть такие прям чувства яркие, жгучие, и он вот так думает, что нет, типа там, да влюбился. Я просто вот это поверхностные чувства, это там туда-сюда пройдет, заживет, ничего не будет. То есть такой момент происходит. Мужчина сам по себе, он мечтает о счастье, мечтает о любви. Вы ему снитесь. Знаете, как вы ему снитесь? В образе матери. Смотрите, вот. Вы на руках держите ребенка, маленького ребенка, вы ему снитесь в этом образе. Это не вот безумные там сексуальные фантазии, которые обычно там у мужчин бывают такие сны, а это именно душевность, это именно вот то, что я говорила, да, чисто искренняя любовь, которая подкралась незаметно. Он ее боится, ну понятно, да, потому что боится потерять себя, боится потеряться в этой любви, просто вот что накроет, он это ощущает, и его это пугает. Пугает, потому что ну, не готов, никогда раньше не встречал, и даже близко, да, вот даже близко у него никогда не было таких отношений. Мало, тут еще такой другой идет интересный момент. Девочки, вот смотрите, у меня вот на песке вы, вот ваша сторона, да, как будто бы у вас есть ребенок, понимаете, вот либо ребенок, либо может быть там кто-то из близких людей. То есть за кого-то вы еще отвечаете. То есть вот она вы
с ребенком, да, и вот он ваш домик, и вы смотрите в свою сторону. А вот мужчина, у него не только домик, но и дело его, понимаете, и он одинокий, он такая одинокая палочка. И между вами ваша общая дорога. Если у вас есть детки, то он очень сильно из-за этого переживает. Переживает он в каком плане? Он не боится брать ответственность, он не боится детей в целом. Да? Для него это не проблема обеспечивать вашего ребенка. Для него другая проблема. Это быть, скажем так, отцом этому ребенку. Да? Вот этого он побаивается. То есть он, знаете, думает: Господи, а как меня этот ребенок примет? А что я буду делать? А как мне там заслужить доверие? А если будут проблемы? А если 5-е, 10-е? Понимаете, вот такие вот подводные камушки он сам себе находит, рисует, не знаю, как хотите. Вот этого он побаивается. То есть девочки, у которых есть детки, понимаете, что ваши детки пугают мужчину в прямом смысле слова. И еще такой момент присутствует, что мужчине кажется, что вы никогда его не полюбите по-настоящему, потому что будете, скажем так, по-настоящему любить своего ребенка. То есть ему невдомек, что чувство к мужчине это одно, а чувство к ребенку это совершенно другое. Путать их ни в коем случае нельзя. Это абсолютно как небо и земля. Да? Он этого не понимает. Для него кажется, что вот ребенок всегда будет, скажем так, вас от него, скажем так, таким как барьером, будет, извините за слово, но вот как барьером между вами. Есть у него ощущение. Плюс он сомневается в своих, там, скажем, отцовских качествах и в качествах коммуникатора, да, что, дескать, смогу ли я подружиться, смогу ли я договориться. Это ж, знаете, вот как мужчина думает, это ж такая большая ответственность, вот, да, воспитывать ребенка. А я вот ничего про этого не знаю, да, либо, может быть, у него уже и были дети, да, но только как-то они прошли мимо, и он, может там думать, что там достаточно денежку давать на ребенка, типа позаботился, этого достаточно. То есть вот какого-то прямого представления, как жить с ребенком и как его воспитывать, у него вообще нет. И он этого очень сильно боится. Так, еще у человека есть какая-то мечта. Вот реально, почему он ведет себя странно? У него есть мечта, связанная, может быть, с работой, с карьерой, может быть, с поездками, с переездами, с командировками длительными. И он такой себе думает, да, пока я там не оперился, пока я не стал на ноги, я же буду туда-сюда ездить, я же там хочу там переехать, там, может, кстати, у кого-то мужчина вообще мечтает эмигрировать, да, вот куда-нибудь подальше, в другую страну, тут прям такой каблучок у нас выгнутый идет. Говорит, вот как я ее уговорю, как его там ребенок же есть, да, опять же таки. То есть какие-то такие моменты его останавливают, реально. Вас, вот смотрите, как он вас видит. Вот такая царственная особа, у которой есть такой огромный, молот, топор. Вот кто что видит. Вот, кстати, пишите в комментариях, что видите. Вот я вижу, мне идет как вот топор такой, да, большой топор. Вы такая вот, знаете, Ксена Воин, был такой сериал, по-моему, так он назывался. Женщина-амазонка, воительница, такая вот, знаете, грозная принцесса. И у вас вот есть этот топор, которым вы запросто можете его так раз и голову отсечь, да, одним махом. Он вас побаивается, в прямом смысле слова. Почему мужчина ведет себя странно? Боится. Боится вас, вашей реакции, ваших взглядов. Знаете, он уже испытал на вас какой-то холодок, да, от вас, вернее. Как-то вы на него как-то раз посмотрели, а может быть даже и не раз, и у него прям такой озноб, да, пробил его озноб, и так ему страшненько стало, и так ему, знаете, не по себе было, прям он так, знаете, какой бы он мужественный не был, но он прям съежился весь внутри, у него прям все сжалось и разжалось, причем несколько раз, вот поверьте. И он, вот этот ваш взгляд, он вспоминает очень часто, и он его боится. Когда вы общаетесь, он всегда, знаете, просто про себя так думает: Господи, только не надо на меня смотреть, только не смотри на меня осуждающе, только не смотри на меня грозно, пожалуйста, пожалуйста. Вот такой момент происходит у мужчины. Вот. Мужчина при всех его каких-то вот особенностях на самом деле обычный человек. Я бы даже так сказала, мальчишка. В душе мальчишка. Романтичный, неопытный, такой, знаете, несмышленыш.
Если у вас есть ребенок, мальчик, ну считайте, что это вот ровесник почти что вашему ребенку. То есть мужчина в душе романтик, мужчина в душе жаждет праздника, любви, каких-то нежностей. То есть это не такой, знаете, поведенный там на сексе, на интиме. Конечно же, он этого хочет. Вы его, конечно, будоражите в этом плане. Но для него более, скажем, желанные это отношения, которые партнерские, добрые, нежные и ранимые. Мужчина ваш, вот по моим прогнозам, он будет к вам проявляться, он будет к вам заходить. Я вообще у вас вижу тут какие-то циклы, круги вокруг вас он наматывает. Либо у вас, знаете, какая ситуация, вроде вы сближаетесь, потом раз какой-то момент, и опять вас в разные стороны разбросало, да, потом вы опять идете потихонечку друг к другу сближаетесь, то же самое, раз разбросало. То есть у меня такое ощущение, что здесь люди никак не могут, скажем так, договориться. Хотите совет? Вот мне идет такой совет, но вот вы уж не судите меня строго за этот совет, но я его озвучу. Чтобы вам выйти на новый уровень в отношениях, вам нужна вот прям такая, знаете, безумная ночь любви, да, страстная ночь любви, когда, ну, все вот эти шоры, все страхи, сомнения просто уйдут в один момент. Вот это вам нужно. Попробуйте, если будет случай, возможность, реализуйте, посмотрите, что пойдет. По крайней мере, это не будет ни вам вредно, ни ему. Оба получите огромное удовольствие, и это поможет вам реально сблизиться. Вот как хотите. Уйдут вот преграды, которые между вами есть. Вы хотя бы сможете нормально разговаривать, и уже действительно он не будет видеть вас вот этой вот амазонкой, а сам, знаете, вот такой вот он. У меня вот вообще такой мальчишка, который вот он, ну, как, знаете, в припрыжку скачет по дороге, да, на велосипеде мчит куда-то вперед, там, не знаю, пытается ветер обогнать. То есть это может быть мужчина взрослый, это может быть мужчина какой-нибудь, не знаю, там управленец, топ-менеджер, там бизнесмен, у которого огромное предприятие. Но в душе, я говорю, он маленький ребенок. Вот ну, не было у него таких ситуаций, чтобы любил по-настоящему, чтобы его любили, да. Вот он жизнь как будто бы игра, да, как будто бы еще в детстве в одном месте играет. Вот такой вот он человек. Ведет себя соответственно. Не потому, что он вас обманывает, хитрит и как-то там изворачивается, а потому, что он просто незрелый и неопытный. Вот как хотите. Вот такой мужчина пришел на этот песок. Почему ведет себя так странно? Ну, боится влюбиться и пропасть. Есть вещи, которые его реально пугают. Несмотря на возраст, ну, абсолютно неопытный. Что вам поможет, я уже вам сказала. Играет ли он с вами в игру? Нет. А если играет, то эта игра называется догонялки-убегалки, да? Когда то вы за ним бежите, пытаетесь там его, да, заквачевать, да, квач, по-моему, это называется, то он за вами бегает. То есть вы вот как-то вот круг доходите до одного места, и все, и у вас прям разрыв, то по вашей стороне, то по его стороне. То есть здесь, конечно же, вам лучше прям полностью сойтись и сблизиться. Да? С этого у вас начнутся новые отношения, новый виток в ваших отношениях, по крайней мере, многообещающий. Но к чему приведет, будем смотреть в других раскладах, в других гаданиях. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.